С начала строительства Ленского моста специалисты успели установить 73 сваи. Нужны они для того, чтобы возвести опоры конструкции, каждая из которых будет держаться на 20 таких установках. Как отметил Кирилл Бычков, все работы ведутся в соответствии с сезоном. Летом с июня будут начаты уже установки свай под все 4 опоры. 3 буровые машины будут работать, поэтому мы рассчитываем, что к концу лета, к первым числам сентября, уже у нас все сваи будут установлены, будут устанавливаться после этого опоры. Но самое главное – благополучно пройти паводковый период. По сообщению представителей подрядной организации, проект строительства предусматривает все риски от поднятия уровня воды в реке. Но на всякий случай специалисты перестрахуются и отбуксируют всю технику из возможной зоны подтопления. Проект предусматривает противопаводковые мероприятия и конструкции площадок, которые на текущий момент отсыпаны. Они предусматривают укрепление площадок от размыва, от ледовой нагрузки. Уровень отсыпки площадок тоже предусматривает, что они с вероятностью 90% выше зоны подтопления. А уже летом, после прохождения паводка, начнется еще один не менее важный этап строительства моста – установка кофердамов – стальных конструкций, позволяющих создать сухую рабочую зону в русле реки. Именно с помощью них мост будет устойчивым. В полном объеме металлоконструкции кофердамов доставлены. Сейчас выполняется сборка стапеля для сборки кофердамов. И с середины-конца апреля уже начинается основной монтаж металлоконструкции кофердамов. Работы по так называемому наплавному монтажу этих конструкций запланированы на август. Напомним, протяженность мостового перехода составит 4060 километров. С учетом прилегающей трассы 14,5 километров. Полное завершение работ по строительству запланировано на 2028 год. Саргалана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Хаптагай.